Зарина, здравствуй! Я очень рада тебя вновь приветствовать в нашей студии. Спасибо большое. Я с нетерпением ждала, даже когда была на 2000 километров над уровнем моря, как говорится, я уже чувствовала, что быстрее донести все свои новые эмоции, ощущения до вас, чтобы передать их через вашу программу для моих дорогих зрителей. Зарина, как возникла идея представить коллекцию на неделе моды в Коста-Рике и как проходила подготовка к показу? На Костариканскую неделю моды меня пригласили, они официально, через посольство Российской Федерации в Коста-Рике. И я уже получила официальное приглашение. После площадки «Московская неделя моды» 2024 и БРИКС саммита, где они также были впечатлены моим спикерским докладом. И первое, что было указано в приглашении через посольство, это желание услышать из уст доклад с культурным кодом. Что-то связанное, потому что для их молодежи это основной спектр их на сегодняшний день обучения. Коллекция Дом Беттер, которая просто вот зажгла какой-то интерес у них. И я теперь, когда уже побывала на этой площадке, поняла и оправдала это, почему такой интерес был вызван. Что тебя вдохновило на создание коллекции, сочетающей культурные мотивы Северной Осетии с современными тенденциями моды? Ну, это характер моего бренда, ДНК Сафира Эр. Я всю жизнь изучаю истории, культуры, вот это переплетение великого шелкового пути, где ты видишь вживую, как история сама переплетает культуры. Совсем разные края света, совсем разные культуры, а на самом деле одной дорогой они объединены. И в моем понимании это стала дорога моды. И я очень сильно хотела показать и хочу дальше демонстрировать мотивы моей национальной культуры через призму моды. Я очень сильно люблю нардский эпос. Это на самом деле пусть будет истина вот того, что в русской мифологии это сказки их народные, в нашей культуре это нардский эпос. Те сказания, которые прошли проверку временем, и какое бы сознание политическое, эмоциональное не было, нардский эпос остается и будет всегда. Какие элементы Северокавказского региона ты используешь в своих работах и какова их роль в общем концепте коллекции? Основная задача была передать именно стихию воды. Вот эту стихию Дом Беттера, его власть и при этом хрупкое отношение к женской красоте, к его дочерям. В описаниях так и написано, каждое его движение, слово, оно воспевает красоту и счастье его дочерей. То же самое, когда описывается подводный мир, ты ненароком замечаешь, как это все красиво и значимо в спальнях его дочерей. И то же самое вот элементы зодчества, когда ты понимаешь, что накрыв землю, вода остается, как бы строя какие-то свои архитектурные элементы, да? вода камень точит, как говорится. Вот то же самое ощущение было, чтобы вода, которая накрыла нашу землю, вот эти архитектурные элементы, башни, какие-то элементы скал, чтобы они перенеслись в одеяние коллекции Дом Беттер. Какую реакцию вызвала коллекция у организаторов и зрителей недели моды? Вот первый день, 11 июля, у меня был БРИКС. Когда я читала доклад, я подготовилась на русском языке, английском и спросила уже на месте, на каком языке мне было бы желательнее это прочитать. Они сразу попросили на русском. Для нас это большая честь, то, что вы, как спикер, здесь будете говорить вашу научную раскодировку культурного кода. Я на русском языке, когда уже презентовала свою работу, я очень волновалась, думала, но переводчик настолько активно, как она мне потом сказала, постфактум, вы так ярко рассказывали, что мне самой было интересно отвечать на вопросы, что они задают. Очень много было задано вопросов и у молодого, и постарше поколения. Перед тем, как что-то брать и использовать, обязательно надо учиться, изучать. То же самое, как на сегодняшний день. Независимо от того, что я учусь, я каждый день учусь, потому что изучаю. Каждый раз всплывают новые данные, которые раньше были закрыты для изучения, а сейчас есть возможность изучать наследие. И вы понимаете, как богата культура, и особенно это шелковый путь. Шелковый путь у них вызвал огромный интерес. Они прямо на карте попросили нарисовать, и они очень сильно заинтересовались тем, что будут это все изучать.
И потом уже вечером я их пригласила на показ. Показ был полный людей, полный огромный зал. Это площадка в их национальном музее, огромная, вот как у нас в Санкт-Петербурге, вот такой же объем площадки. И все посольство Российской Федерации в Коста-Рике были там. Они все меня поддерживали. Все, кто узнал, что есть с России представитель моды, и пришли ко мне в гости, даже Бела Гаглоева, она в молодости вышла замуж за костариканца и там осталась жить. Более 20 лет не была здесь, на родине. И она тоже пришла. Столько эмоций. Я, если честно, первый раз за свою вот долгую карьеру увидела такой нескрытый эмоциональный взрыв. Вот у них вот это эмоциональное состояние, испанское, индийское, да, они вот, если им нравится, они полностью выплескивают и накрыли меня волной своего восторга. Твои эмоции после того, как мероприятие состоялось, показ состоялся, что ты чувствовала? Гордость. Гордилась тем, что я это сделала, этот долгий, тяжелый путь привел к тому, что самое главное, я донесла до них главную задачу и информацию. Это сохранение и передача культурного наследия через сегодняшнее, через завтрашнее. И они очень сильно восприняли это через себя, приняли это сразу как стихию воды, океана, то, что это несет вот это культурное наследие, то, что очень много информации скрыто под водами, и это все нужно беречь для того, чтобы завтрашний день у них был более интересный. И вообще, на самом деле, большое спасибо моей республике и вообще правительству. Самое главное – это быть рядом, когда ты думаешь, что будет страшно. Потому что на самом деле 33 часа полета, совсем разные страны, Грузия, Мексика, Коста-Рика, через Турцию до Мексики мы пролетели через океаны. Огромное внимание, они ни на секунду меня не оставили, посольство Российской Федерации. Юрий Вартанович, он настолько после показа подошел ко мне и сказал: Зарина, я так горжусь, что ты приехала. Ты единственная с России представила моду, и я тобой горжусь. И, естественно, вот это ощущение гордости расправило крылья. Я хочу дальше нести и восхищать людей, и вдохновлять их, чтобы они понимали, что разные культуры у народов настолько могут красиво совместиться и большую силу дать для развития цивилизации, именно настоящей культурной цивилизации. Какие планы у тебя после участия в Международной неделе моды? И есть ли уже новые проекты или идеи? Начинаем с 15-го региона, да, все секреты. Это в сентябре провести Кавказ Fashion Week. То мое детище, которое я готовлю более 3 лет. Я очень долго к нему подходила для того, чтобы свой опыт, свое умение, то, что у меня за все эти годы выработалось, я хочу открыть и раскрыть больше талантов непосредственно не только на территории Кавказа, а через призму Кавказской недели моды. Я хочу, чтобы было нас больше, потому что я знаю, что у нас прекрасно красивые, талантливые люди. И я знаю, как тяжело и страшно, когда ты не знаешь, кто тебя поддержит, и они тебя не поймут. И вот эта Кавказская неделя моды – это та площадка, где вы можете смело показать свой характер. И не обязательно, чтобы вас все поняли. Меня до сих пор не все понимают, но есть, как и у Костахи Тагурова, у всех великих людей. Их восторг и восхищение уже приходит со временем, потому что мы где-то живем в будущем, которое вот будет потом. И мы это на сегодняшний день через свои руки, через голос, слово переводим на сегодняшнее время. Еще один секрет – это моя поездка в Италию, в одну из столиц мировой моды. Я официально являюсь модельером, участницей «Мисс Вселенная». Да вы что, мы Да. вас поздравляем, это очень интересно. И самое главное условие – это то, что на ней будет стилизованных 2 наряда платья в стиле Сафира Р. Этно-авангард. Зарина, на твой взгляд, может ли мода способствовать сохранению культурных традиций и развитию устойчивых практик? Вот то, что произошло у меня на глазах во время того, как закончился непосредственно мой показ, блок закончился этно-авангарда, и
вот прям стоя вот на подиуме, я вышла на завершение подиума, как это принято у модельеров, с чем-то своим сокровенным. Я вышла с нашим флагом, с нашим барсом, и потом я услышала, что это было для них очень символично, как для семьи. У них очень ценна вот эта семья, ощущение народности. Она была колонией Коста-Рика, и они очень сильно берегут свое уникальное единство, то, что они свободный народ, они теперь не колония, они вообще уникальный народ, самый главный в Америке, как они себя называют. Но они своим поведением это и доказывают. Они очень стремятся учиться. И вот сразу на площадке, на подиуме ко мне подходили люди и говорили, когда я презентовала то, что пригласила на Кавказскую неделю моды, мы очень хотим вам показать нашу культуру через одежду, как это можно сделать. И, естественно, рядом со мной посольство Российской Федерации, и ты сразу направляешь их в посольство, все вопросы, которые касаются перелета, да, это не ближняя страна, чтобы быстро это все сделать, мы можем решить. Вот посольство всегда радо, посольство, наоборот, аплодирует таким элементам, которые между такими странами ведут такой разговор. И что самое интересное, посольство мне сказало, что очень большой интерес вызывает после таких талантливых людей обучение в России. То есть они понимают, что школа, если такие таланты у них существуют, значит, у них очень ценная, очень богатая школа, что есть на самом деле правда, и наше старшее поколение тому доказательство. Что бы ты пожелала молодым дизайнерам из Северной Осетии, желающим представить свои работы на международной арене? Самое главное — верить в свой безумный талант. Я знаю, как художник начинает критиковать себя или придумывать какие-то оправдания в том плане, что нету времени, у меня не получится, я не могу. Я на самом деле живой пример. Мама 4 детей, и нету такого, чтобы вот это было... Я не говорю легко, тяжело. Я падаю, но я встаю, иду дальше, потому что я знаю, что то наследие, которое я несу, историю, оно стоит того, чтобы его говорить и показывать. Я не могу это скрывать в рамках нашей республики и даже нашей страны. Для меня это мало. Я хочу, чтобы об этом весь мир знал, насколько это на самом деле богатейшая культура. И не в рамках XIX века, а полностью от начала до конца, потому что это эволюция, это шелковый путь нашего культурного наследия. И вы не представляете, сколько разных характеров себя могут увидеть. Смело. Даже я же говорю, то, что кажется безумием, значит, это гениально. Надо искать людей, которые поддержат. И непосредственно вот я приглашаю на Кавказ Fashion Week, чтобы показать свой безумный талант. Я буду только рада. А мы вас благодарим за то, что каждый раз вы находите время и приходите к нам в студию. До новых встреч. Спасибо большое.